Ну что, ребята, всем привет. Раннее утро, таежный поселок. Такая даже буря, ребята, завывает. Но в целом, ребята, сегодня выход. Выход на Коварное озеро. Сегодня еду, ребята, именно туда, где провалились, где утопил технику и до сих пор она на дне. В общем, ребята, экспедиция связана с тем, что хочу посмотреть обстановку. Возможно, заготовлю какие-то жерди. Посмотрю по камере, как вообще лежит мотособака, как она на боку. Ну, в общем, посмотрю толщину льда. И, в общем, как бы сегодня такой заезд лайтовый. Ну, потому что надо все равно сделать обстановочку, посмотреть. Возможно, там как-то там приготовлю место. Пилить, естественно, не буду. Ну, в общем, ребят, сегодня лайтовый выход. Именно по обзору посмотрю просто собаку, как она на дне лежит. Еду сегодня, ребят, не один, еду с Женьком. И еду, ребят, не на своей технике. Как заметили, взял саночки, бур, живца, жерлицы. В общем, едем на Жененька, а моя, ребята, стоит немножко в гараже. Доводится до ума, потому что, ну, все-таки новая, ребята. Тут хочу тросик поменять, здесь хочу рукоятку поменять. В общем, я обкатался уже. Сразу заменяю масло везде. И уже будем выезжать, ребят, в полной боеготовности. И уже будем покорять, получается, просторы нашего необъятного севера Республики Коми. Сегодня, ребята, чтобы прогулка не была как бы пустой, посмотреть по камере. Ну и опять же взял жерлицы, ребята, будем сегодня рыбалку производить на жерлицы. Были морозы, ребят, за 30-ку. Вот сегодня минус 15, минус что-то там 12. Ну, правда, сегодня снег, ребята, и смотрите, какая погода, какой ветер. Я представляю, что будет твориться на озере. Живец, ребята, не ловится, не растет кокос. Я с того времени, как приехал с Печоры, ребят, не ездил я никуда. Ну, потому что не было техники, как бы, и были морозы, ребят, у нас было 35, 30. Вот сегодня первый день подпустило. Не знаю, как будет щука клювать. Да и, в общем, так, в целом, потихоньку надо начинать, ребят, уже телодвижения какие-то. Все-таки тофика будем доставать в любом случае, будем ремонтировать, будем заводить, и он заведется в любом случае. Моя стоит в гараже в теплом. Илюшка, спасибо, занимается ей плотно. Все уже подвели. Ну, вот, говорю, тросик сейчас заказал, и должен прийти тросик. И ручки газа хочу поменять, вот эти пластиковые. Ну, в общем, ребят, сделаем так, чтобы было все четко и уже уверенно шагать. Жду Женька. Женек на БТСике подъедет. Ну и, в общем, полетим. Полетим мы, ребята, на Таежное озеро. 6:09. Договорились в 6:30. Женька никогда не опаздывает. Даже посмотрим специально. Ну и будем выезжать, ребята. Живец покупной, кстати, карась. Вчера хлопцы привезли. Спасибо за канитель. Немножко там неудобно было. Но, в общем, привезли, ребята, живца. Жерлицы все равно пускай рыбачат, пока мы будем заниматься вот этими неприятными делами. То бишь, ну, как-то оно так, ребят. Давайте со мной. Погодка шикарная. Так, друзья, ну вот, вижу вдали маленький огонек. Женька живет в начале поселка, я в конце. Ну, относительно, моя мама живет здесь. И все по старой схеме. Сейчас посмотрим время. 31 минута, ребята. Все точно как шведские часы. Как в старые добрые времена. Посижу немножко, пассажирам побалдею. Идет, правда, жестко все. Ладно, погнали.
Понравится. А тут, кстати, есть какая же, не знаешь? Кстати, не знаю. Да должен быть, наверное, скорее всего. Лещ есть. Ну, лещ, да, я знаю, есть. Налим есть. И налим тоже, говорят, Откуда есть, налим да. тут взялся? Ну что, ребята, все. Еще темно, конечно. Начинает расцветать. Всё. Женька взял живцов, и он поедет чуть дальше прямую брать, а я вон здесь кружок сделаю. Прямо на пятачке расставимся здесь. Будем посмотреть, как говорится. Все, Женька поехал. Начинаем. Так, друзья, ну что, примерно по прошлому году где-то получается. Так, там берег. Плохо сориентироваться, еще непонятно. Но как-то вот так надо начинать, и вот пойду вот так ряд туда, туда. Хороший лед, да? Ничего не скажешь. Уже хороший, ребята. Как-то здесь, ребята, в этом углу пока не пойму. Вспомнил, что забыл еще шумовку, блин. Приходится вот так чистить буром. Как-то тут разбросаю. Посмотрим. Жерлицы, ребята, разные. Вот этот, например, тонаровский набор. Ну, я скажу, неплохие жерлицы. Единственный минус, то что стойка маленькая. Допустим, часто рыбачу с ночевыми, закапываю жерлицы по налиму. И вот плохо то, что стойка маленькая, чашка хорошая, пластик тоже отличный. Ну и плюс, наверное, этих жерлиц, то, что они компактные, вот десятка влазит вот такую сумочку. Все идеально. Леску использую 0,4. Оливка 10 грамм. Ну, поводки стандартные. 2, 3. Застежку убираю. Остается петелька. Вот. И двойничок. Не помню уже какой номер. Но у меня тоже двойники разные, ребята. Есть побольше, есть поменьше. И уже смотрю по живцу, достаю жерлицу, вижу какой двойник. Ну, соответственно, ищу живца соответствующего. Все. Двойной лед, ребята. Даже тройной. Ну, в принципе, для наших мест 130 самый раз, ребята. Пятерка 130 залетает. Ну, а больше, как бы, крупнее щуки у нас особо-то и нету. В основном кило, полтора. Это нормальная щука для наших мест. Так, здесь уже берег. Все, ребята, расцветает махом. Надо успевать. Здесь потому что озеро такое капризное. Ну, соответственно, в 9 часов, ребята, выход щуки. Если ты не успел под этот выход, то в целом 70% рыбалки, грубо говоря, у вас уже не получится. И потом под занавес бывает тоже еще стреляет. Но в основном вся рыбалка с утра. Жерлица очень полюбил, ребята, я. Кстати, благодаря Женьку. Женек меня к этой рыбалке привлек. Раз, два, три. И с тех пор я лучше рыбалки зимней не найду. На удочку. Да, нравится. Ну, здесь, во-первых, ребята, рыба, которая реально можно приготовить в любых качествах. Пожарить, щуку закоптить. Да и интересно, она очень мне нравится. Так же, как и донки. Донки моя любимая рыбалка. А зимой это жерлиц. Опа! Богатырь какой. Давай, богатырь. Работай. Опа. Уж бьет. Аж видно, как бьет. Молодец. Сейчас они как раз смотрятся такие бойки под выход. И сразу поворачиваюсь. Смотрю, как там дела.
Потому что бывает, ребята, стреляет уже. Обычно, ребята, бурю 2-3 лунки. Оставляю бур, иду за саночками, ставлю 2-3 жерлицы, подхожу к буру, опять бурю 2-3 лунки и вот таким макаром. Особо не устаешь, не потеешь, потому что если сначала разбуриться, а потом ставить, ну это, не знаю, ну кто как, в принципе, кто как привык. Я привык вот так как-то. Так, ну что, идем дальше. Здесь у меня, ребят, сумочки Зевник, Багорик. Ну и, в общем, еще один комплект. Жерлицы немножко переделанные под себя. С этих жерлиц я начинал, ребят. Покупал 2-3. В общем, собрался у меня потом комплект. В общем, стандартная жерлица. Здесь черная изолента. Это иногда помогает. Сдалека видно, когда щука мотает, не мотает. Ну и, в общем, бубенчик, ребята. Бубенчик тоже классная вещь. Помогает, когда, ну, допустим, расставился рядом и в палатке там где-то занимаешься. Звонок очень сильно слышно. И, допустим, здесь у меня без бубенчиков, а этот ряд я сделал с бубенчиками. И если слышно бубенчик, то, естественно, туда смотреть не надо. Смотришь этот ряд, и уже видно, что в этом ряду жерлица сработал. Ну, в общем, как-то так. А так, в целом, отлично. Так, ребят, ну что, закончил расстановку. Сейчас можно, в принципе, уже показать, так как светло стало. В общем, край озера. Бобры. Хата бобров, ребята. Часто показывал на канале. Можете посмотреть там в предыдущих роликах. Ну, я имею в виду прошлогодних. Здоровенная хата бобров. В общем, вот этот край, ребята, сделал в ту сторону. И обошелся и зашел немножко в эту сторону. Но дальше не пошел. И вот вышел, как бы середочку так еще взял. Ну, частенько тоже тут срабатывает. Не знаю, посмотрим. Осталась одна жерлица, там с первого комплекта она была порванная. Что-то я забыл за нее. Сейчас быстро сделаю ее. И вот где бур ее поставлю. Ну и в общем у нас будет полоса. Этот заход и немножко середины. Женя, смотрю, там тоже берет край, берет середину. Но там тоже рабочие точки, как бы не просто так ставят прям где-то на середине, а так по рабочим точкам. Ветерок тянет прям. Косачи сейчас 3 штуки пролетели. Ладно, сейчас ставлю и чайку, наверное, ребят, попьем. Время 8:30. Вот только-только более-менее рассвело. Вижу дальнюю жерлицу. Все. Не знаю, посмотрим. Так, Женька, смотрю, зашевелился. Ну, получается, 2 стороны. И что-то уже 2 раза туда бегал. Походу, есть работка у него. Но здесь пока тихо. Здесь пока тихо. Не угадаешь, ребят, тоже с местом. Ну, мне кажется, пару флажков-то должны хоть посмотреть сегодня. Не знаю. Женьке, наверное, явно была сработка. Ну, до него-то не пойдем. Будем смотреть, блюдить. Ну, вроде, с одной стороны, ребята, поставил, вот сидишь, скучно, рыбалка, многие скажут. Ну, бывает, бегаешь, мама родная, флажок за флажком. Да и всякое интересное, и обрывы бывают, и... Ну, и, в принципе, можно и переставлять их. То есть, жерлицы поставил, не факт, что они стоят, и до самого вечера они так должны стоять. Можно какие-то комбинации делать, менять. Но это все смотришь по поклевкам в дальнейшем. А так, говорю, сегодня, в принципе, выход не для того, чтобы тут наловить щук, а в первую очередь посмотреть, конечно, технику. Ладно. Ждем, ребята, ждем. Должен, утренний флажок должен мне быть по-любому. Мне кажется, что все-таки с отсюда щука не должна еще сместиться. Хотя сезон урвать полностью. Так, друзья, ну что, первый флажок. Прям было отчетливо слышно. Вот тот край сработал. Интересно. Ну, на двойниках можно не спешить, ребята. Ну, вот прям шикарно слышно было, все четко.
Вот видите, ребята, тот угол почему-то сработал. Хотя ждал первую поклевку здесь. Сразу беру саночки. И погнали. Ну что, 2 минутки постоял. Тишина. Вон даже корочка небольшая. Мелкая щука, скорее всего, маданула. Да, вот немножко чешую сбила. Карась живой, все четко. Ладно. Первая непонятная сработка. Ну, явно это не самострел, ребята. Карась там очень маленький. Кто-то был. Здесь также есть окунь, в принципе. Окуни тоже крупные бывают. Может, окунь. Ну, засчитываем за сработку, но не наша. То бишь, даже не вымотала, просто стукнула и все. Красота! Лепота! В общем, ребята, пьем чаечек, ждем поклевку. Ну и решил с вами поделиться приятной новостью. Для меня такой серьезный подарок, очень красивый, интересный. В общем, ребята, когда был на Печоре, один хороший человек с Йошкар-Олы нашел мою супругу, получается, в Инстаграме и с ней переписался. В общем, определился в том, что хочу, говорит, вашему супругу сделать подарок, и чтобы ему было приятно, пишу вам. В общем, поинтересовался, ребят, размером моей руки и сделал, ребята, ювелирный подарок. Шикарный просто, не знаю, многие сейчас заметили, когда насаживал живца на руке, ребята, у меня сейчас вот такой браслет серебряный. Я люблю всякие такие вещи. Вот перстачок у меня серебряный. Это еще память об отце. Цепочка тоже серебряная, крест. Ну, все освещено. Иконка тоже, это память об отце. Ношу. И, в общем, вот такой подарок, ребята. Сейчас я вам покажу. Григорий с Йошкар-Олы отправил. Смотрите, ребята, вот такая серебряный браслет. 32 грамма. Очень, ребята, мощное плетение, красивое. Отправил, в общем, ну и Лариске тоже отправил колечко. Суть в том, что, ребята, парень занимается ювелирочкой, начал заниматься плотно, ну, как бы открыл свою мастерскую. И вот такие делают украшения, ребята. Отправил, в общем, и Лариса, говорит, Лариса сама получила и, в общем, приносит, говорит, держи. И потом вот рассказала. А я ни сном, ни духом, как бы, ребята, вот такой браслет сейчас у меня на руке. Я потом, конечно, списался с Григорием, объяснился. Он, Андрюха, говорит, смотрю твои ролики и очень нравится мне, говорит. И вот от меня, говорит, подарок тебе и супруге отправил, получается. Я, конечно, был в шоке, но потом, говорю, списались, все, нашли друг друга в WhatsApp, разговорились и, в общем, как бы растолковались. Спасибо, хочу сказать, Гриха, от души, прям реально крутой очень подарок, ребят, согласитесь. В общем, ребята, парень только развивается. Мы с ним переписались. И, в общем, ребята, кому заинтересует, я оставлю его на WhatsApp, оставлю Instagram его. И он говорит, Андрюха, если, говорит, от тебя кто-то перейдет, ну, допустим, скажет промокод Дрюня, то я сделаю скидку. А скидку, ребята, даже сделают он 20%. Не 5, не 10, как в ювелирных салонах, а сделают 20%, ребята, кто перейдет именно от меня. В общем, кому, ребята, интересно, какой-то, может, под заказ, подарок дочке, там, тем более, скоро праздники. Помимо серебра, конечно, тоже золотом вроде он занимается. В общем, ребята, Гриха, тебе удачи. А вам, ребята, если кто хочет, может, там, супругу сделать подарок, или супруге, или дочке, там, в общем, имейте в виду, ребята,
Ссылочки все оставляю. Инстаграм, WhatsApp. Списываемся. Может кто-то захочет сделать что-то под заказ. Вот именно. Все, ребят. Вот такая новость, такой подарок. Теперь он с нами. Не знаю, привык я к нему, не привык, но он такой прям увесистый. Ну, вроде как, не знаю, вот ношу уже 3 дня и как будто привык уже, и ничего он не мешает мне. В общем, вот такие новости, ребята. Так что, Гриха, от души прям, от души родной. Спасибо. Так, ребята, загар. Опять та же область, только крайняя Желица. То бишь, получается, первый флаг был тут, а это ближе к берегу. Это уже какой-то вывод идет. Ну, может, та же щучка не крупная. Ладно, он мотает, ребята. Тут видно катушка с изолентой. Ладно, берем саночки, не спешим. Пошли потихоньку. О, как набородило. Блин. Бороду сделал, ребята. Опа. Есть. О, щучка не крупная. Щирок. Забородила она, смотри. Ну и что мы с тобой будем делать? Как-то тебя отпустить же надо. Черная таежная щучка. Она тут и была, значит. Мелочь. Золотила, ребят, не по-детски. Вообще. О, блин, ё-моё. Кровоточить. Жабры пробила. Пробила жабру. Ах, блин. Прям в жабру пробила. Ё-моё. Придется взять такую, ребят. Так бы отпустил. Что у нас с карасем? Карасик живой. Поменяем карася. Что-то не двигается. Ну вот щучка, юба. Первая таежная, черная. Грамм 500. Что-то съела, кстати. Интересно, кого? Окуня, наверное. Грамм 500-600. Первый раз, ребят, 100% она была, мне кажется. Но я все же думал, вот этот ряд первый начнет. Там я как бы угол вообще как бы прекратил его и сюда начал смещаться. Получается вот 2 сработки. И все. Как-то так. Мороз крепчает, ребята, представляете, не на шутку. Не обещали такую погоду. Утром был снег и ветер. Тоже видно, что холод. Еще плюс ветер такой. Ух-ух-ух. Не камильфо. Блин, ну здесь полоса должна, ребята, сработать. Должна, мне кажется. Должна. Не знаю, ребят, поверите, не поверите, но вот буквально только подошел, и тут край стрельнул. На глазах прям. Ну, прошло вот буквально минута, наверное. Вот это нам, скорее всего, выход, ребята. Потому что ребята тоже, смотрю, побежали. Интересно. Вообще край стрельнул. Погнали. Что тут у нас? Ну, не крутит. Ох, катушка, ребята, замерзла. Ё-моё. Катушка замерзла. Это плохо. Катушка замерзла, смотрите, ребята. Это очень плохо. Вот, ребят, что творит. Здесь занимаюсь делами. Она туда пошла.
то влупила, блин. Одна и та же, 100%. Ага. Она эту влупила. Смотрите, ребята, расстояние какое небольшое. Да, гуляет. Щука вышла. Но это явно то отпустила уже. А здесь держит в зубах еще. Интересно, конечно. Рядом просто сразу же. Вроде пока держит. Ладно, пускай здесь она заглатывает. Пойду я с той разберусь. Катушка замерзла. Вот это, конечно, плохо, блин. Но здесь нормально вроде все. Она еще рогайка здесь гуляет. Он тоже саданула как хорошенько. Карась. Карасю нипочем. Живой. Раз, два, три, четыре. Кто-то тут живет. Такой же щук, походу. Мелкая, 11 часов, ребята. 11 часов. Значит, Женя должен сейчас скоро в гости приехать. С ним договаривались. Ух, ну тут, ребят, тянет прям. Вон, открытое пространство идет. Не знаю, как у Женьки там. Может, у него сбоку немножко понежнее. Но Женька взял новый костюм. Доволен костюмом. Говорит, классно, Андрюха катался. Говорит, минус 25. Все четко. Так, ну ладно, ребят, что? Война войной, как говорится. Обед-то по расписухе. 100 грамм не помешает, мне кажется. Сумка, холодильник, ребят, по швам вся разошлась у меня, блин. Ё-моё. Так, ладно. Что у нас есть? Что у нас есть? У нас есть сачок. Правда, хрен знает, сейчас в таком запивать, не запивать. Есть как-то белечко такой интересный. Коньячок. Женька обещал проставиться. Значит, выпьем, не знаю, будет он, не будет. Ну, встретим, как полагается. Так. Далее. Встречаю Виталия. Далее, ребята, далее. Кружки, ложки, юлки, рюмки. Есть контакт. По 5 капель, я думаю, не помешает. Сейчас подождем, Женька. Раз. И два. Пальцы-то, ребят, не работают. Два. Кстати, новый набор. Они летят как эти. Как горячие пирожки, ребята. 3 рюмки, думаю, блин, как так? Обманули. Ну, обычно же 4, как бы, да, ну 3 это как-то не кондиция. А потом этикетку смотрю, набор стопок, 3 штуки в чехле. Интересные какие-то. В троечка, короче, кто-то замануху устраивает. Ничего такого готовить, ребят, не будем. В любом случае, мороз, день короткий. Это с ночевочкой, когда можно сидеть в палаточке, что-то шкварчать. Не знаю, утром нажарил яиц с колбасой. Женька, не знаю, взял горелку, не горелку подогреть. В общем, отлично. Сейчас мы с Женьком здесь за встречу, за рыбалку. Первый раз с Женьком выехал в этом сезоне. Да и, в общем, первый раз и он, и я на льду, именно на этом озере. Хотя мы здесь именно с Женькой начинаем вот с самого начала. Но я тут немножко поспешил.
Он Женек БТСик работает по красоте. 3-й или 4-й сезон получается, ребята. Я меняю технику, а Женька все на БТСике гоняет. Красава. Вот так вот. У меня со скидочкой вышло примерно 15,5. Сапоги он новые тоже. Ну я смотрю, но... Короче, нормально ты в этом году прибарахлился. У тебя тоже, смотрю, подошва резиновая, да? Да, но у меня же тоже подошел. Ну, Так, ну попили, ребят, чайку. 100 грамм выпили. В общем, поедем до Жени. Что там, как у него дела. Ну и схожу я все-таки до топика. Посмотрим. Камерой посмотрим, как он там, бедолага, у меня. Едем, ребята, а у Женьки флаг стоит. Работочка. Сейчас посмотрим. Да, есть работка. Женька. Ага, есть работка. Новые жерлицы у Женьки. Блин, классно. Флажки такие яркие. Слушай, размотало, да? Подсекай. Подсекать не будешь? Я же говорю, подсекай. Есть, да? Ушла. Карась такой, да, бодрый. Да, держала он. Нормально держала. Мелко, но чуть-чуть. Так, ну что, взяли бур у Женьки. Сработка была, ребята, у Жени. Вымотала так неплохо. Но там тоже чурагайка, походу. Ладно, едем к отметке. Я оставил там палочку, ребята. Вот она стоит. Сейчас еду, и аж мурашки по коже, ребята, у меня идут. Как это было здесь ночью. Как я здесь барахтался, как я полз. Ё-моё, блин. Кто не смотрел, ребята, как я тонул, видео есть на канале. Посмотрите, ну такие эмоции были. Жесткие, конечно. Вот палка. Вот эта отметка. В общем, Женек, смотри. Где-то она уже здесь. Где-то здесь уже. Я чувствую, у меня она начала прыгать. Я вот поворачиваю, и, короче, лед уже там ломался уже, понял? Я вот тут шмырк, 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 и все, вот тут я уже подвис. Так. А тут, говорит, это, пацаны камерой смотрели. Получается, здесь, смотри, здесь край, собака вот здесь она получается. Да. Давай. Кто-то бурил, ребята, смотрел. Вот так вот. У Женьки такая фара. В этом году Женька взял хорошую камеру себе. Ну, в общем, сейчас тут, в принципе, и подсветка все есть, да, Жень? Сейчас Женька посмотрит. Ну, в общем, запись сделаем. Видео вставлю. Ладно, сейчас Женька настроит все пока тут. Сколько, Жень, глубина? Не могу сказать. Мне чисто это пока интересно. Достанем, посмотрим. А, ну давай, хорошо. Ну просто в этом районе где-то, ну, глубоко. Мне помнилось. Так, о. Это получается этот багажник. Прямо этот, слушай. Прям попали куда надо. Прям туда, на капот. Чехол. Чехол, да.
Это капот, это получается передний багажник. Блин, виллу, смотри, заелило. Ага. Рыбы нету? Рыбы нету. Прям в него попал, ну. Ага. Вот все, камера лежит прямо на этом. Да, да, прям на капоте. Ты Так, прям на дома капоте. это Собаки. Раз. Два. 2,5, понял. Да, Ну ничего. еще под собакой. Еще под собакой. Ну 3 метра получается. Отлично. Так, понято. Так, капот. Что нам посмотреть надо еще? Вот сбоку посмотреть, знаешь, не сверху надо смотреть. Ну вот, ребята, посмотрели коня моего верного. Ничего, ничего, поднимем, ребята, будет ходить так же, все четко. Ну да, по сравнению то, что было в тот раз и сейчас, тут, конечно, уже зима полная. Лед уже большой, снега. Я скажу одно, ребята, если бы не было, если было светло, я бы сюда не залез по-любому. Это все темнота моя, темень меня подвела, блин. Красиво, ребята, опять солнце вышло, тучка. Что-то снежок такой маленький, крополит. Ладно, сейчас пройдусь. Проверю все жерлицы. Ну и закопаем плотно, чтобы не промерзли. Оставлю все-таки, ребята, оставлю, потому что повезу сюда доски, жерди. Возьмем веревку, притащим жерди где-нибудь, рубанем. Жерди нужны будут, сразу приготовим все. Посмотрел, что на дне все, ребят, в порядке. Не сильно-то и замыло-то его, скажем. Ну, все-таки течения здесь нету. Если бы река была бы, да, он был вообще в ужасном состоянии бы был. Весь бы в грязи был. А тут нормально.
Ну, шикарно. Карась, ребята, просто бомба себя чувствует. Вот так засыпаю. Вот так вот. Я надеюсь, не промерзнут. Хотя морозы обещают опять же сильные. Так, ребята, вот тут в траву попал. Тут надо перебор делать. Как раз он конкретно зацепился в водоросли. Так, это мы перебуриваем, значит. Смещаемся. Ну, я говорю, вот край надо, ребят, травы искать. Где-то она здесь. Вот этот ряд, может, и не работал из-за этого. Ребята, 2:30. У меня сработочка по той стороне все-таки сработала та дистанция. Есть флажочек. Смотрю прям на глазах. Да, край все-таки сделал вещи. Ладно, погнали. Пойдемте посмотрим, что там да как. Ну, это озеро прям предсказуемо, ребята. Я здесь много рыбалок отдал. И в целом уже понятно, что под сумерки может быть какой-то интерес. Стрельного. Я, правда, закопал уже ее. Приготовился к ночи. Все-таки шибануло. Но не крутит ни хрена. Но нифига не крутит. Опять что ли какая-то мелкая зараза. Ну, все-таки край сработал. О, пошла размотка, ребята. Что-то натягивает. Ага. Ну да, есть какая-то, ребята. Телодвижение какое-то. Время у нас уже прям не детское. Что ни на есть под занавес. 14:23. Ну, вроде проглотила. Берем, ребята, да? Берем. Берем, секем. Вот так вот как-то. Я думаю, все, край вообще мертвый, не работает. О, все, пошло. Опа, есть. Ничего такая, ребят. Опа, да ну нахрен. Ушла. Да ё-моё, блин, а. Хорошая щука была, ребята, скажу. Прям отличная. Как так-то, блин, а? Отличная щука была. И мимо, блин.
редкие поклевки, ребята, и вот такие сходы, они, конечно, досадные. Когда идет раздача, там, допустим, тут сход, там обрыв, как бы, ну, не особо, конечно, обидно. Но здесь вот прям целый день сидишь, ждешь на морозе. И вот тут загар. И нифига. Ну такая, а чё? Ну, огонь щучка была. И давай. Зараза. Хрен знает, почему так. Надо было ждать, наверное, походу, ребят, больше, да? Все-таки двойник. Через жабры. Когда все-таки на тройник поперек, когда она мотает, ее можно брать. А здесь она держит поперек. Тащит. А когда она его перевернет, вот только Богу одному известно. А когда она хватает поперек и на тройнике, то бишь как раз уже крючок возле пасти, и можно сечь. И тогда надо бежать, когда на тройниках. А когда на двойниках, вообще стоит подождать лучше. Ну ладно, не наша. Так, ребят, ну что, все, будем заканчиваться. Сейчас буквально на глазах потемнеет. Ну, был шанс, ребята, поднять вечернюю щучку, но не получилось. Ну и да ладно. В общем, ребят, дела сделал, дела посмотрел, затем хотел то, что приехать сюда. Я посмотрел, все нормально, тофик на дне. Просто там пошли слухи, то, что там уже вроде как его там доставали, там кто-то там, ну, что-то такое было, короче. В общем, собака на дне. Лед хороший, воды нету на льду, все отлично. Ну, щучку что, немножко подергали, я именно поцарапали. Ну, маленькую поймали, были поклевки, был сход. В принципе, для глухоземья это даже неплохо. Все, Женька сматывается. Будем собираться, ребята, дома. Ладно, такой выезд был проходной. Ну, может, кто новую посмотрит, не поймут, ребят. Но это в целом как бы для тех, кто смотрел всю эту ситуацию, кто смотрел, как я утонул, как все, мы дальше шли к этому. И, в общем, время настало, ребята. Будем делать вещи. Все, ребята, с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. С наступающим Новым годом, ребята. Никогда не болейте. Пока.